Там рябчик где-то висит. Ух, ребят, сколько я прошел тут. Круг такой. Я уже возвращаюсь. Я не знаю, как это сказать. Просто везение или за мой труд это. Короче, я нашел. Вот он. Большая чага. 1, 2, 3, 4 он там. Отдыхаю. Ребят, очень много уже прошел. За эту ходьбу вон там один кусок. И здесь смотрите сколько. Вот это огромное количество. Это тоже типа джекпота. Много тяги. Килограмм, наверное, 7 минимум. Вот. Вот тут отдолбил. Там еще кусок остался. Но вот сюда я залез, отдолбил все. Там, ну, не с руки. Невозможно. И отсюда еще, вот смотрите сколько. А сколько я прошел, чтобы найти это дерево. Мог пройти мимо и вообще пустым вернуться. Рюкзак наполнится сейчас. Ну и выходить недалеко тут. Где-то от силы 200-300 метров, наверное. Там будет бураниться, пойду к этому. Ой, сейчас скажу, к толкачу. А может даже вот тут река, я ошибаюсь, там может озеро. Может придется мне поворот идти, вон там потом зайти в лес. Ну пока чищу это все, загружаю и пойду. Вот смотрите, полный рюкзак с одного дерева. Вот. Надо долго-долго ходить, искать. И можно попасть, что с одного места целый рюкзак наберешь. Все, почистил, чисто там. Идем дальше. Вот тут толкач. Собаки нету. Вот это поворот. Даже не переходил, что ли, он сюда. Да, следов нет. Тут дела. Делишки. Где его теперь искать? Да. Ни лая, ничего не слышал. Последний раз у ручья видел. В общем, съезжу до ручья. Если там его нету, я дальше обратно поеду. Я рюкзак там оставил. Может, возле ручья он меня там потерял, или я не знаю, что он, где он. Что с ним случилось опять? Пару километров. Здесь развернусь. Нет его. Ё-моё. Он ушел, наверное, обратно. Получается. Здесь уже ручей. Свежих следов не было. И никого не лаял. Зря сюда приехал. Нету его. Надо было все равно посмотреть, конечно. Сейчас поеду обратно туда. Рюкзак возьму. И дальше поедем.
Потом уже по Зимнику буду спускаться, чагу собирать. Проеду весь путь по Зимнику и на летней дороге там следы посмотрю, собака спустится или нет. Если не будет следов, я сюда еще до ручья, сюда уже с другой стороны приеду. Обычно рядом, куда-то на час уходит, потом приходит. А сегодня вообще куда-то ушел. Но самое главное, не лаял. Скажем, вот медведь-то ходит здесь, но лая не слышал ничего. Вот тоже, блин, оставил меня. Ладно, сейчас развернусь и туда-сюда гоняю, блин. Чего не поделаешь. Тоже не знаю, что с ним. Может, что-то случилось, может, за кем-то ушел. Но не лаял, самое главное, не лаял. Если зверя он догнал, я бы его слышал. Он громко лает. Нет, никакого лая не было. Все, рюкзак забрал. Что, поеду дальше. До деревни, наверное, сейчас поеду. Надо пообедать, чай попить. След зверя вот туда идет. Он оттуда уже сюда пришел. Вот следы. Березы хорошие. Может, чага где-то есть. Решил побродить и, ребят, нашел. Первая береза с чагой. Тут леса вроде. Ух, хорошо сидит. Плотно сидит. Ага. Вот так. Так. Ну, примерно так. Потихоньку, помаленьку. Вот еще одно препятствие на сегодняшний день. Там потом уже все нормально будет. Где лучше проехать? Тут, в принципе, или тут. Тут глубже. Если здесь какой-то мостик, я смотрю. Вот висит все. Обманка.
Лучше там что-то придумать. Вот тут. Снег туда накидать. И здесь проскочить. Смотрите, ребят, кто вернулся. Нежданчик. Я тут переправу начал подготавливать. С одной стороны уже снег так разрубил. И с другой стороны. Ну нормально, думаю, проскочим. Ничего себе. Тула. Тула. Лохволы. Вот эта картина. Репина. Кого ты гонял? Лапы, смотрите. Лапы. Капец. Весь кровит. Один палец вообще капец. Ой. У него ноготь в сторону смотрит. Сломал. Коготь. Вот об этот наст. Вот это да. Вот эта картина. Ладно, сейчас я схожу до толкача. И уже, получается, на толкаче подъеду. Сразу быстренько здесь еще накидаю снега, и чтобы перейти. Ну все нормально, здесь получится перейти, уверен. Все-таки, ребят, он кого-то гонял. Он на азарте гнал и лапу так поранил. У него один палец в сторону посмотрит. Вообще сломал об наст. Придется ремонтировать, ё-моё. Или полностью отрубить. Посмотрим, как будет заживать основной палец. Туда. Ох ты, это понять. Все вроде. Надеюсь, проскочим. Нормально. Легко. Да? Легко, скажи. Погнали. Вот и деревня уже начинается. Тут река. Километр. Молодец. Можно сказать, дошли.
до конечной точки. План у меня сегодня было до сюда доехать. И доехал. На самой лучшей технике в мире. Чолом Саракарка. Я сюда приезжал последний раз на трицикле. Под дождь попал потом. Чолом Саракарка. О, двери открыты правильно. Олег плохому не научит. Плесень была тут. Сейчас не вижу. Но есть там немножко. Или там он снова проснется. Поэтому двери не надо закрывать. Ни в коем разе. Вот. А отдушина еще должна быть где-то. Она нету. Не вижу. Здесь кирпичная печка. Вот. Такой домик у рыбака. Все хорошо. Дрова есть для затопки, растопки. Вот тут тоже вода питьевая. С водой приезжали. И зимой, наверное. Зимние следы есть, бураница есть. Давайте сходим туда еще. Этот дом, наверное, закрыт на замок. Этот точно закрыт. Да, как-то новый дом построили. Тут вообще кирпичная печка вижу. О, крыша. Потолок что-то полупровалил. Проваленная. Баннер. Посмотри, что за материал. Ни разу в руках не держал. Такая же мешковина. Такая плотно твердая. Да, замок. Что и следовало ждать. В этой избушке я ночевал. Было дело туалет, заброшен. Все заброшено здесь. Хотя хозяева есть. Но редко сейчас сюда приезжают. Раньше вот такие большие дома были. Вот все уже разрушилось. Здесь поля колхозные, все было. Там Валентин мне рассказывал. Я уже все позабыл, что он мне порассказывал там. Но разрушено. Разруха. А так, в принципе, место хорошее. Конечно, зарастает тоже все, но здесь, наверное, как холодильник был домик. Да, Дулан? Я думал, ты меня оставил. Все-таки, наверное, он за кем-то бегал. Не знаю. Ничего не рассказывает. Придет и не рассказывает. Кого видел он? Лося или медведя? Не знаю. Или просто амбар. Это, наверное, амбар был на ногах. А ножки свалились, и он просто упал на землю. Вот доски вот тоже без рубероида. И обычные доски с прорезью. Вот такая пильная рез. Вот тут сделано, чтобы вода скатывалась по этим резкам. Ладно, пообедаю, позагораю и дальше в путь. Сейчас уже где-то здесь есть тропа, но могу я ее не найти. Или тут он проходит, или вот здесь. Но я лучше, наверное, объеду. На основное поле поеду, потом уже там буранится. Там уже всю зиму ездили, там капитально буранится. И один ручей только попадет, но этот ручей сейчас еще проходимый. Большой ручей. А в остальном все. Самый опасный путь здесь был летняя дорога. Вот. Где-то 30 километров, наверное, уже проехал. Пока бензин есть не закончился. Так, все, обедаю. Ивана тоже хлеб взял ему, накормлю. Вот сколько хлеба. Сейчас кириешки дам ему, погрызет. А потом дома уже нормально накормлю, конечно же. Здесь в походных условиях такая еда для него, да, План?
Сейчас. Хлеба достаточно тебе взял. О, как, видите, как вкусно он ест. Это самый лучший корм для собаки. Сухари. У меня тоже как бы по-скромному получается хлеб. Ну и еще 5 яиц там пожарил с утра. Вот такой обед. Чай разовый. Литровый термос сегодня взял. А день-то какой сегодня. Тишина. Вообще суеты никакой нету. Знаете, ребят, что я люблю? Это тишину, одиночество. Вот сейчас, в данный момент, вообще никто не ездит. Ни бурана, не слышишь звук буранов. Не ездят на лодках, не ходят. И вот это я люблю, когда уже вот этот весь шум, гам уже позади, еще будет, конечно же, но некоторые, наоборот, любят, когда много. О, лег он, не стал есть. Об этом я уже говорил, что некоторые любят вот толпу, и когда много людей, все это дело. А я, наоборот, люблю вот это одиночество. Опять начал. Чай. Поранился капитально собака. Вот и все, пообедал. Хорошо стало. 3 кружки чая попил, яичницу съел с хлебом. Сейчас дальше поедем. Тулан побежит. У него палец уже не отремонтировать. Я домой приеду. Наверное, секатором просто уберу и все. Просто он уже все в сторону торчит, там шатается. Я начал пробовать там, ну, как сказать, потрогал, и он шатается. Он как молочный зуб шатается, он не восстановится. И может рано, если заживет, у него палец вот так будет торчать. Так что секатором убрать лишнее, как у человека. Какой-то орган убирают также. Ну, так получается в нас. Всякое бывает. Вот. Ничего страшного. 4 когтя еще у него, или коготь, или ноготь, или как осталось еще. Останется. У меня нету сейчас ножа, я бы сейчас ему сразу же и обрезал. Но только вот надо пасть держать, чтобы не укусил. Вдвоем желательно. Это медпомощь получается. Вот. Ладно, все, давайте. Сейчас я поеду в сторону избы у Валентина. Здесь недалеко. Здесь много изб. Как бы здесь деревня была. А оттуда уже подумаю, что дальше делать. Вроде ничего не забыл. Дверь, что смог, я закрыл там. Ну, вообще дверь не закрывается. Упор такой поставил, чтобы полностью не открылась. Ну, лисы могут зайти, а медведей нет. В избу у нас не заходят. У нас договор с ними. Так. Чтобы штаны не потерять. Здесь напрямик поедем. Недалеко, с километра, наверное. От Шилы.
Ну вот. Это уже у Валентина избушка. Там следующая изба. Тут избы еще были. Хозяева умерли. Конюшня, все это было, я рассказывал не раз уже. Сейчас туда на горку схожу, оттуда фотографию еще сделаю. Это с того подъема.